Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем разговор о видах речевой деятельности при изучении русского языка как иностранного. Мы уже с вами знаем, что в любой коммуникации присутствует как минимум два участника, поэтому происходит либо порождение информации, либо ее прием. Если в процессе речевой деятельности информация порождается и выдается другому участнику, то такой вид речевой деятельности носит продуктивный характер. Если же речевая деятельность направлена на восприятие и переработку информации, то ее характер рецептивный. Таким образом, основные виды речевой деятельности делятся на продуктивные и рецептивные. К продуктивным видам речевой деятельности относятся говорение и письменная речь, к рецептивным – аудирование и чтение. Уважаемые коллеги, сегодня мы с вами остановимся на чтении и рассмотрим его как вид речевой деятельности. Итак, основные вопросы, которые мы вынесем сегодня в ходе нашего обсуждения, это чтение как вид речевой деятельности, его цель, уровни чтения, а также умения, связанные с осмыслением содержания текста. Итак, чтение – это один из 4 видов деятельности, как уже было сказано ранее, который является необходимой и важной составляющей. Это рецептивный вид речевой деятельности, то есть непродуктивный, и он связан с восприятием и пониманием письменного текста. Как сказано в научных исследованиях, чтение – это письменный репродуктивный вид деятельности. В результате мы получаем нужную информацию, эмоции и узнаем авторскую позицию. Также хочется отметить, что чтение – это сложный психофизиологический процесс, в котором участвуют различные анализаторы. Это и зрительный, это речедвигательный и речеслуховой. Цель чтения, как вы можете увидеть на слайде, это получение и переработка информации. Кроме того, в обучении русскому языку как иностранному, чтение представляет собой выработку умений извлекать информацию из речевого сообщения, закодированного с помощью графических символов, то есть букв. В процессе чтения происходит декодирование, расшифровка графических символов в мыслительные образы. В зависимости от объема материала, который необходимо осмыслить при чтении, выделяются уровни чтения, которые вы сейчас видите на слайде. Это уровень слова, уровень словосочетания, уровень предложения и уровень текста. Активность читающего – это важное условие в проникновении в смысловую сторону текста. То есть без формирования умений и навыков чтения невозможно овладеть этим видом речевой деятельности. В научной литературе выделяют основные умения, которые связаны с осмыслением содержания текста. Вы видите источник, из которого они приведены. То есть основные умения связаны с выделением в тексте основных его элементов, обобщение, синтезирование отдельных фактов, а также установление их иерархии. Это соотношение отдельных частей текста, то есть смысловые куски, факты, которые относятся к одной теме и друг с другом. Это суждение, оценивание изложенных фактов и интерпретация данных фактов, то есть имплицитное значение текста. Хочется отметить, что в научной литературе, в современной методике преподавания русского языка как иностранного различают несколько видов чтения. И сейчас мы с вами рассмотрим данные классификации.
для того, чтобы вам было понятнее, какие же формы чтения существуют. Чтение вслух применяется на первых этапах обучения, позволяет овладеть графической и смысловой системой русского языка, правилами интонационного оформления, предложениями. Чтение вслух формирует внутреннее проговаривание текста, что особенно важно для формирования беглости чтения. Необходимо чередовать чтение вслух с чтением про себя. Обучение чтению про себя возможно только тогда, когда учащиеся овладели некоторыми языковыми навыками, сформировались первичные навыки чтения. Чтение про себя присутствует на среднем и продвинутом этапах обучения русскому языку как иностранному. Еще одна классификация видов чтения уже по психологической установке. Исследователи выделяют аналитическое чтение и синтетическое чтение. Аналитическое чтение – это такое вид чтения, когда внимание учащегося направлено на детальное восприятие текста с анализом языковой формы. Синтетическое чтение строится на базе прочного владения грамматическим и лексическим материалом. Умение распознавать значение неизвестных слов по контексту или по каким-либо формальным признакам. Например, по семантике словообразовательных элементов, по функции слов предложения, а также на умение конструировать целое по отдельным частям. По степени участия родного языка в понимании текста выделяется такая классификация, как беспереводное чтение и переводное чтение. Для беспереводного чтения свойственно непосредственное восприятие беспереводного текста и его понимание. Здесь необходимо переводить каждое слово в тексте, как можно обращаясь реже к переводу. Лингвистическая аксиома звучит так. Там, где начинается перевод, заканчивается обучение иностранному языку. Переводное чтение заключается в использовании родного языка учащегося или языка посредника. Еще одна классификация видов чтения по степени помощи учащемуся различает подготовленное чтение, либо чтение со словарем, и неподготовленное чтение, чтение без словаря. Подготовленное чтение направлено на снятие трудностей с помощью специальных упражнений. Неподготовленное чтение проводится на текстах, которые облегчены с языковой точки зрения. По форме организации учебной деятельности существует чтение индивидуальное, либо классное, и фронтальное, домашнее. Как мы можем догадаться, данные виды чтения различаются по месту его проведения. То есть фронтальное чтение помогает обучающемуся выполнить домашнее задание дома. Учителю оно помогает сэкономить время на уроке, проводя на уроке контроль понимания прочитанного. В зависимости от коммуникативных задач для чтения, а также характера протекания процесса чтения и получения информации принято различать следующие виды чтения. Вы видите, их 4. Это просмотровое, изучающее, ознакомительное и поисковое. Каждое из них мы сейчас с вами подробно рассмотрим. Кроме того, для каждого из них характерны специфические цели, разная установка на степень понимания текста. Итак, ознакомительное чтение по степени проникновения в содержание текста это такое чтение, которое предполагает не обращение к словарю,
многочисленные возвраты к прочитанные, прерывание чтения в случае встречи с незнакомым словом, непонимание некоторых фактов. Понятно, что опытный чтец все эти элементы игнорирует, не затрудняет себя глубоким осмыслением информации в том случае, если он понимает основное содержание. Для того, чтобы понимать основную линию текста, мы не прибегаем в данном случае к словарю. По сути, нам оно не нужно, поскольку мы смотрим текст, что называется, штрих-пунктиром, по касательной, не углубляясь в какие-то детали этого текста. В рамках ознакомительного чтения мы знакомимся с текстом целиком. Обычно так читаются художественные произведения. Задача ознакомительного чтения – охватить целое, понять текст без предварительного анализа, лексики и грамматических форм. Такое понимание должно происходить на базе уже изученного. Ознакомительное чтение должно развивать языковые догадки. В этом виде чтения заметны различия по сравнению с опытными чтецами. Перед началом чтения ставится задача зафиксировать общее содержание текста без деталей. Здесь обходятся незнакомые слова, которые мешают пониманию текста. Перед началом текста происходит снятие трудностей лексических, социокультурных, которые связаны с самим содержанием текста. В отличие от зрелого чтения, когда читатель обращается к его содержанию и не фиксирует свое внимание на деталях, ознакомительное чтение – это снятие трудностей, предварительная проработка. Здесь же предлагаются речевые упражнения, которые направлены на выявление существенной информации текста. Важный момент при ознакомительном чтении – это ознакомление с содержанием текста в коммуникативных упражнениях, формирование личностного отношения к информации. Итак, если делать краткие выводы об ознакомительном чтении, мы не ограничиваемся только прочтением текста. Мы контролируем понимание самой существенной информации текста. Мы обсуждаем ключевые моменты содержания в тексте в коммуникативных упражнениях и формируем у учащихся личностное отношение к информации. Второй вид чтения, который бы хотелось охарактеризовать, это изучающее чтение, которое предполагает полное и точное понимание прочитанного. Здесь имеется в виду точное овладение всей информацией. Его также называют детальным чтением или чтением с полным пониманием прочитанного. Читающий ставит перед собой такую задачу, поскольку его заинтересовала полученная информация, и он пытается получить значимую и достоверную для себя информацию. Он делает толкование трудных для понимания слов, предложений, раскрывает для себя причинно-следственные связи, предвосхищает дальнейшее развитие событий и действий, составляет планы, схемы, таблицы, ставит вопросы к основной и второстепенной информации, отделяет объективную информацию от субъективной, то есть факты от рассуждений, выявляет имплицитную информацию, понимает содержание, опираясь на широкий контекст, переводит текст полностью или выборочно, устно или письменно. То есть данный вид чтения представляет собой детальное чтение. Читающий заинтересован в получении информации. Ему такая информация, возможно, необходима в его профессиональной деятельности. Происходит понимание всего, что заложено в тексте. То есть вычитывается все, что заложено в этом информационном тексте. Кроме того, происходит критическое осмысление информации, интерпретация данной информации, осознанное сопоставление с теми сведениями и знаниями, которые ученик
владеет в данной области. Читающий сознательно или несознательно делает установку на запоминание данной информации. Кроме того, уже было обращено внимание ваше на то, что читающий перечитывает отдельные места, останавливается, размышляет, проговаривает текст, а иногда происходит внутренняя полемика на основе прочитанного текста. Такое скрупулезное чтение текста возникает тогда, когда читающему важна данная информация. Кроме того, к такому виду чтения прибегают, когда хотят повысить свою эрудицию, познавательные интересы. Изучающее чтение характеризуется медленным темпом, пониманием всех языковых фактов, установка на использование всей информации текста. Для изучающего чтения подбираются специальные тексты, которые призваны не обучать чтению, но расширять и решать сопутствующие задачи. Для продуктивного владения лексическим, грамматическим строем языка, для освоения социокультурных фактов. Изучающее чтение отличается более частым обращением к словарю, осмысление связи слов в тексте, замедленное понимание смысла текста. Изучающее чтение, как уже было сказано ранее, направлено на анализ лексики, которая предлагается, грамматики. Это связано с механизмами чтения, то есть темп задается самим читающим. Поисковое чтение, еще один вид чтения, на котором мне бы тоже с вами хотелось остановиться и проанализировать его, в чем оно заключается. Основная его цель – это поиск нужной информации, а результатом является выборочное, избирательное понимание читаемого. То есть здесь читающий обращается к функциональным текстам, это объявления, реклама, инструкции, приглашения, а также к описательным, научно-популярным, публицистическим текстам, направленным на полное понимание читаемого текста. Задача – выбрать из текста заданную информацию, даты, имена собственные, тематическую лексику и прочие виды информации. Здесь все-таки основное внимание акцентировано на поиск нужной информации. Полученной информацией могут воспользоваться для говорения или написания текста по аналогии. Полезна работа с лексикой, грамматикой на основе аутентичных текстов. Поисковое чтение зачастую направлено на полное понимание изучаемого текста. Ставится задача выбрать из текста заданную информацию и начать лучше ориентироваться в структуре и содержании текста. Часть информации не выбирается из словаря. Еще один вид чтения – это просмотровое чтение. Попытаемся понять, чем оно отличается от поискового чтения. Обратите, пожалуйста, внимание, дорогие друзья, на доминирующие задачи просмотрового чтения. Это определить предмет речи, определить тот круг вопросов, которые излагаются в источнике, в книге, статье, газете, с тем, чтобы уяснить, представляет ли эта тема какой-либо интерес. Просмотровое чтение используется при первом предъявлении нового текста с целью сформулировать гипотезы о его содержании. Определяет, нужно ли дальнейшее чтение текста, а также просмотровое чтение связано с поиском источников информации. В просмотровом чтении, как уже было сказано ранее, стоят три доминирующие задачи. И читающий задается вопросом, интересен ли ему данный текст. Если нет, он прекращает свое чтение. Если же этот
источник информации ему интересен, тогда он продолжает изучать материал. При этом, как уже было сказано, он не прибегает к словарю. И опытному чтецу, как правило, хватает знаний, опыта для того, чтобы прочитать циколог, чтобы понять, есть необходимость далее обращаться к тексту, либо нет. Либо же заголовок его интересует, и он начинает вчитываться в ту информацию, которая у него есть. Просмотровое чтение, как уже было сказано ранее, используется при первом предъявлении нового текста. Цель – сформировать гипотезу и далее уже ответить, есть необходимость читать данный текст, либо нет. То есть просмотровое чтение выступает мотивирующим фактором к прочтению текста. Роль просмотрового чтения возрастает над созданием проектов, сочинений, когда идет задача отобрать материал, и читающий самостоятельно анализирует, подходит ему данный источник, либо нет. Здесь также используются и элементы поискового чтения, когда обучающийся смотрит заголовки статей, другие источники, где содержится интересующая его информация. Смотрит оглавление и определяет, нужно ли ему читать далее данный текст, либо же нет. Дорогие друзья, позвольте еще обратить ваше внимание на критерии отбора текстов для чтения. Их несколько. И обратившись к данным критериям, вы для себя можете ответить на очень простой вопрос. Есть ли необходимость читать данный текст, либо нет. Прежде всего, необходимо обратить внимание на соответствие целям и задачам обучения. То есть, если ваши цели и задачи соответствуют вашим ожиданиям в обучении, тогда, конечно, вы к данному чтению обращаетесь. Необходимо учитывать интересы и учащихся, и своих. То есть, конечно, мы всегда выбираем для чтения ту информацию, которая нам прежде всего интересна. Кроме того, учитываются всегда при отборе для чтения книг возрастные, психологические, социокультурные особенности учащихся. Я думаю, что каждый из вас с этим согласится. Тем более, если вы работаете с детьми, вы понимаете, что возраст всегда важен. И для понимания того или иного текста необходимо обращать внимание именно на этот критерий. И еще один критерий – соответствие уровня обучения учащихся. То есть учащийся является учеником начальной школы, либо уже это основное общее образование, либо среднее общее образование. Соответственно, уже исходя из этого уровня, мы предлагаем нашим детям книги для чтения и, собственно, и сами тоже погружаемся именно в ту литературу, которая соответствует нашему уровню и нашим психофизическим, психологическим, социокультурным особенностям. Коллеги, на этом наша краткая лекция подходит к концу. Я хочу пожелать каждому из нас выбирать те тексты, которые действительно являются полезными для вас, которые питают вас новыми знаниями, эмоциями, отбирать только качественную литературу, в том числе художественную, да, и если вы занимаетесь обучением детей, то, конечно, учитывайте те критерии, о которых мы сейчас с вами проговорили. Спасибо огромное и до новых встреч!